Значит, в 2017 году была запущена вот наша первая площадка, так называемая карта номер 1. Значит, была проведена первая укладка и было получено первое золото. Значит, ежегодно мы получаем порядка 800 килограмм золота, значит, с КВ. Извлечение составляет у нас 72%, даже до 80% доходит, значит, золото. По укладке мы укладываем 1,5 миллиона. Ресурсной базой для кучного выщелачивания являются наши старые отвалы. То есть это, значит, в старые времена, это были отвалы пустых пород с крыши. После проведения разведочных работ, то есть до разведки, уточнения, удалось посчитать запасы, подобрать технологию, и сегодня мы их перерабатываем. То есть даем месторождению очередную жизнь. У нас, в принципе, более 60 миллионов сегодня скопилось вот таких вот отвалов техногенных. Они позволяют вести работы без крыши, фактически без потерь, значит, естественно, без разубоживания. Это такой хороший материал, экономическая эффективность данной технологии, она очень такая высокая. Справа мы видим площадку номер 2 кучного выщелачивания, которую мы в этом году уже начнем укладывать. Поступили новые конвейера, стакеры, значит. Вот. И сегодня мы, наверное, в этом году получим первое золото с этой площадки. Всего будет 4 яруса, высота яруса 11-12 метров. В зависимости от тех руд, которые будут подаваться, участки месторождения разные. Вот. Все золото у нас собирается там, в прутки, насосной станции и подается на ГМУ. Значит, в перспективах мы видим расширение данного участка. Планируем расшириться до 5 миллионов переработки вот, в год. Ну и, естественно, сейчас активно обсуждаем строительство нового участка на южной группе месторождения. Это там, где вы были. Значит, это в районе месторождения Долбе, Дорожная, Канавная. То есть участок, миллионов под 10 надо будет смотреть, строить и реализовывать. Вот, естественно, это серьезные экономические отчисления, налоговое отчисление в бюджет района, республики, государства, ну и рабочие места, естественно. Вот. Под эту программу мы, я уже говорил, ведем активно геологизационные работы. То есть минерально-сырьевая база, она ожидается очень крупная. То есть сегодня мы видим, что это порядка 300 миллионов тонн руды у нас сегодня присутствует с содержанием 0,8-0,9 грамм на тонну. Вот. Поэтому как-то... То есть у тебя будет отходить где-то от миллиона, скажем, рудной массы, а в год ты можешь получить от миллиона 800 килограмм, да? Вот мы полтора миллиона укладываем в год, где-то в среднем, то есть, понятно, переходящее. И, как следствие, получаем где-то 800-850 килограмм в лигатуре с этого. 300 Содержание золота у нас в подаче на уровне 0,7. В этом году мы укладываем 0,65. То есть руды с очень низким содержанием, очень бедные руды. То есть, причем сегодня мы видим эффект извлечения до 90%. Практически абсолютный рекорд. Руды очень хорошие, они сама природа их подготовила к данному процессу. Каких годов тогда получается? 60-х годов? Да, 60-х годов, то есть когда борт был 2-3 грамма, вот мы уже борт грамм. Сегодня мы видим, что борт у нас может опуститься до 0,3, до 0,25 даже грамм на тонну. Что, естественно, серьезно увеличит минерально-сырьевую базу и компаний, и предприятий, и вообще страны в целом. Вообще вот смотреть, технология какая у них. Вот вы привезли руду сюда. Смотрите, вот мы готовим площадку, то есть, чтобы исключить воздействие циана вообще на почву и грунт. Во-первых, сначала вот мы видели, пресс убирается, складируется. Да. Дальше, значит, выравнивается площадка, делается основание, выкладывается гидроизоляционный слой, который препятствует проникновению цианов в землю, в почву, то есть сбор. Дальше выкладываются бентоматы, тоже опять-таки, которые предотвращают проникновение. Это вот называется черные бентоматы. Монтируется система трубопроводов. Площадка расположена под определенным углом, чтобы аккумулировать. И в дальнейшем укладывается щебень. Значит, вот такой щебень. Укладка производится конвейерами, то есть насыпным способом
для того, чтобы исключить слеживание и спрессовывание руды, чтобы была проницаемость. Выход, да. Дальше вот слева мы видим, идет растительная система, которая орошает цианом данный участок. Сверху, который, да? Да, сверху. Она пропитывается, и растворы уже вот по трубам попадают сюда и идут на ГМУ, гидрометаллическую установку, где мы получаем металл. Дальше, значит, мы растворы возвращаем в обратку и орошаем. То есть такой замкнутый цикл. Это Ну вот. щелочь, да? Нет, это циан. Нет, Цианиды. раствор какой? А? Раствор какой? Ой, я не знаю, честно говоря. Я вот, ну, цифры, они, ну, надо спрашивать у коллег. Не микроорганизм. Да. Вот. А то все думают, бактерии. Нет, есть, конечно, бактериально, но это, Бактериально, да, это думаю. процесс химические реакции, да. Био. Сегодня мы запустили процесс такой, как бы, так сказать, экологический эксперимент. У нас находится опытная промышленная площадка недалеко. Мы сегодня смотрим, как среда себя ведет материал после того, как мы перестанем выщелачивать. Что там у нас вырастет, и как быстро вот данный материал как бы будет включен в нашу биосферу в дальнейшем. То есть мы планируем данный материал использовать как рекультивант, и по сути вот ним, после того, как этот процесс, мы получим максимальный эффект экономический и значит... Ну, и ты думаешь, что после стадии, скажем, ну, промывания, Да, естественно, происходит все обязательно. какой-то гумус останется-то? Ну а какой гумус? Тут же, Растительный. смотрите, это же циан, он как бы под действием воды, ну вот как бы воздуха, солнца, как бы вот даже после обезвреживания какой-то остаточек остается, он разлагается, и по сути это удобрение. Вот. Эти кучи, я говорю, они вот, мы специально вот поставили сейчас эксперимент, смотрим, как оно Ну, вот будет зарастать. Сомневаюсь. Только, Только начали. Глубоко сомневаюсь. А ну, Пленка, толщина какая вот эта, которая снизу стелите? можно посмотреть, достаточно для того, чтобы предотвратить спрашиваю. процент. Я не знаю, вот это, в микронах там все измеряется. Вот. Но смотрите, кучное выщелачивание, оно используется давно во всем мире. Вот. Я вот, допустим, вот в Хакасии, вот, где я, вот, допустим, работал, штабеля зарастают очень быстро, то есть как бы и... Но мы планируем все-таки сделать эту кучу оборотной, во-первых, чтобы вот эти площадки не плодить, да, потому что если мы 60 миллионов отвалов, и вы посмотрите, сколько, вот мы проехали, все это должно лечь на какие-то карты, рано или поздно. Естественно, мы планируем все рекультивацию, и уже этим материалом рекультивировать наши отработанные карьеры. Соответственно, это вот как бы превратить среду, так сказать, к более естественному виду, то есть как это было изначально. Хорошо, давай. Вот. Тогда у тебя получается это как бы вспомогательный участок. А здесь у вас вот это подрядная организация? Да, все подрядчики делают. Сами поставщики или... Нет, поставщики отдельно, эти другие. Но всего на предприятии трудится 2000 человек.